Благодарим партнеров проекта Челябинвестбанк и сеть аптек «Классика». Исәнмесез? Хәерле көн! В эфире «Татар кызы 2004». Единственная передача, рискнувшая доказать, женская красота не исключает ума и таланта. Отборочные туры завершились, имена полуфиналисток известны. Сегодня их первая встреча. Она обещает быть интересной. Сейчас все увидите. Сегодня в выпуске. Первая встреча полуфиналисток. В огромном таком восторге мои друзья, все мои родственники. Они очень рады за меня. Предание старины глубокой. Новая экспозиция в Краеведческом музее. Только для наших татарочек. Вот это образец такой рубахи жениха. Нарядная тюбетейка, которая, очевидно, носилась довольно молодым мужчиной. Как менялся архитектурный облик Челябинска и при чем здесь татарские купцы? Итак, первая встреча. Волнение отборочных туров и тягостное ожидание позади. Теперь каждая из них по праву носит гордое звание полуфиналистки конкурса «Татарочка-2014». А как отнеслась семья к тому, что вы попали в полуфинал? Очень здорово, все за меня рады, все уже готовы голосовать, все родственники уже держат кулачки вот за меня. Так что я думаю, все будет хорошо, если все будут молиться, бабушки молятся за меня уже. Ой, у меня родители были очень в огромном таком восторге. Мои друзья, все мои родственники, они очень рады за меня. Чтобы преодолевать одно испытание за другим, придется как следует постараться. Уровень подготовки, еще раз хочу подчеркнуть, очень-очень высокий. В этом году у нас участвуют и врачи, и певицы, и военнослужащие. Возраст разнообразный. И это хорошо, потому что они будут обмениваться опытом, они будут общаться, они будут взаимно обогащаться. Конечно же, мы, как в прошлом году, обращали внимание прежде всего не только на красоту девушек, но и на их внутренний мир. Сегодня их ждет много сюрпризов. Татарочек пригласил в гости областной краеведческий музей. Специально для участниц нашего проекта провели экскурсию с самых древних времен и до наших дней. Девушки узнали все о жизни своих далеких и не очень предков. Первое упоминание о татарах на территории сегодняшней Челябинской области относится к XI веку. Испокон веков они возделывали землю и, стоит отметить, добились в этом деле больших успехов. До сих пор считают, что татары придумали самый удобный плуг – сабан. В честь него свое название получил праздник Сабантуй. Процесс производства хлеба был очень сложным и трудоемким, и если за посев и сбор урожая отвечали мужчины, то обработка зерна была исключительно женским делом. Конечно, абсолютно женское занятие. Вот смотрите, у вас, да, подсыпается зерно такого первого помола. Мы видим, оно, видите, только слегка порушенное, можно сказать, да. Вот его собирали с тряпочки и засыпали второй раз внутрь жерновов. После второго помола получалось то, что мы с вами сейчас называем сечка, то есть мелкое зерно, которое шло на кашу. Татары прославились и как умелые плотники. Они отлично знали свойства каждой породы дерева, и дома у них получались не только прочные, но и очень красивые. Впрочем, женщины никогда не отставали от мужчин, они безо всяких швейных машинок, стежок за стежком создавали невероятной красоты костюмы. На один такой фартук уходило несколько месяцев. Его считали огромной ценностью и передавали из поколения в поколение. Но прежде чем фартук сшить, нужно было где-то взять ткань. Самым распространенным материалом был лен. И чего только с ним не делали. Сначала собирали, вымачивали, трепали, чесали, пряли и только потом садились ткать. Вот этот вот челнок, он чисто татарский, да? Вот вы, когда говорили о обработке дерева, что татарские мастера на все руки были умельцы. В том числе и не просто, так сказать, делали челнок, а видите, с душой подошел мастер и целый вот красивый такой узор сделал. Этот ткацкий станок – настоящая машина времени. Благодаря ему наши девушки смогли перенестись на много веков назад. Так, вот, хорошо. Берите челнок, пропускайте. Кладите его вот сюда.
Прямо сюда. Чуть-чуть ниточку подтягиваем. Берем хлыщ, прибиваем. Еще. Вот так, хорошо. Ножки поменяли. Хорошо, и пропускаем назад. Вот так, молодец. Шли времена, одна эпоха сменяла другую. Южный Урал стал перекрестком крупных торговых путей с востока на запад, и татары сыграли в этом немалую роль. Первоначально татары, которые были единоверцами и легко осваивали языки народов Средней Азии, да, были переводчиками, но, так сказать, потом многие из них составили себе приличные состояния и сами начали вести торговлю среди троицких купцов. Очень много было купцов, там, первой, второй, третьей гильдии. Впрочем, разбогатев, они не стали задирать нос. Огромные деньги татарские купцы жертвовали на благотворительность, открывали школы, библиотеки, мечети. Развивалась наука, искусство и духовная жизнь. Так продолжалось вплоть до революции 1917 года, поэтому с уверенностью можно сказать, в истории Южного Урала татары оставили очень яркий след. Экскурсия была очень познавательная. Я узнала много интересного именно об уральских татарах. А на гайбаках я много интересного узнала. Очень много нового, очень много интересного, и культура, и быт. И очень меня заинтересовала вышивка. Я посмотрела, как она сделана. В принципе, сделана очень легко, но издалека кажется, что это очень сложная работа. И то, что мастерицы все на ходу придумывали, вышивку сюда. То есть, много всего интересного узнала. И я в восторге от этого музея на самом деле, насколько он огромный и сколько здесь всего собрано. Ну что, Татар Казы, продемонстрируй свое мастерство. Руслан, это же музейный экспонат, а так бы я запросто. Кто бы сомневался. Пойдем, нас ждет встреча с прекрасным. Олга. Несмотря на дождь, они отважно двинулись к своей цели. Ливень и плохая погода не охладили, а только разожгли сильнее жажду познаний. Хызлар. Здание, о котором сейчас пойдет речь, является редким для Южного Урала образцом архитектуры в стиле модерн. Оно было построено в 1911-13 годах прошлого столетия по заказу знаменитой купеческой семьи Яушевых. Магазин братьев Яушевых в начале 20 века носил гордое имя «Дворец торговли». По тогдашним меркам это был самый прогрессивный городской архитектурный объект. Первые лифты, первое паровое отопление, стекла для фасада, говорят, везли из-за границы. Яушевы хотели удивить всех, и у них это получилось. Несколькими годами ранее в Челябинске появилась еще одна яркая достопримечательность – торговый дом купца Валеева. Две известные семьи словно соревновались друг с другом, и в чем Валеев выигрывал, так это в клиентуре. Сегодня его магазин назвали бы бутиком для VIP-персон. Спустя столетия без этих уникальных зданий наш город уже невозможно себе представить. Уверена, многие участницы сегодня по-новому взглянули на Челябинск. Надеюсь, и тебе, зритель, было интересно. Если твое сердце стало биться чаще при виде одной из наших участниц, смело голосуй. Адрес прежний татарочка74.ру. Не забывайте, их судьба в ваших руках. А мы прощаемся, но ненадолго. Умушлар телевизизга. И сенсау булугас. Смотрите в следующем выпуске программы. Татарский вальс в исполнении оперной дивы. Участницы проекта тоже решили показать, на что способны. Неожиданная развязка. Первое испытание проекта. Итак, загадка. Рожден землей под первым солнцем, водой вскормлен, обласкан ветром. До встречи на телеканале ОТВ. Очень интересная выставка, потрясающие экспозиции. В общем, я всех приглашаю посетить Челябинский государственный краеведческий музей.